Кто такой успешный человек? Не задавались вопросом? Книга там «Стань успешным человеком» можно написать, да? Стив Джобс, например, какой-нибудь. Надо разобраться с критериями, правильно? Кого мы считаем успешным человеком? Давайте вот ваши версии. У кого холодильник полон, дома все хорошо. Дома все хорошо, имеется в виду дети здоровы, жена здоровая, муж здоровый, родители, все в порядке, да? Напряженной обстановки нет. То есть благополучие в семье, не боязнь за завтрашний день. Так, еще что? Отсутствие долгов, кредитов, обременений. Это то же самое, да, все, благополучие. Отсутствие обременений, каких-то вот напрягов. Еще давайте, какие версии? Так, цели. Смотрите, что значит еще? Реализоваться в этом мире, правильно? А кто как реализуется? Ну, все по-разному реализуются. Кто-то достаточно реализоваться как муж хороший. У кого-то для женщин достаточно и почувствовать, что она реализовалась, что если у нее муж хороший, например, дети воспитанные, она уже себя прекрасно чувствует. Кому-то важно добиться карьерного роста, например, стать министром, президентом, известным юристом, адвокатом, правильно? То есть что? Реализоваться. Для кого-то это считается, что этот человек успешный. Ну, является ли этот человек успешным? На самом деле, смотря через какие рамки мы будем смотреть. Критерии. Если мы будем смотреть с точки зрения человека, который ограничен в своем мышлении материальным миром, то да, этот человек успешен. Этот человек успешен. Значит, он добился всего, чего хотел в этом мире. Так же? Но если мы посмотрим немножко с точки зрения того, что этим мирской жизнью, материальным миром не заканчивается. Что есть следующий мир? Вечный мир. То здесь критерии уже немножко начинают сдвигаться, меняться. В одном из хадисов пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что мертвого человека сопровождает на кладбище что? 3 вещи. Какие вещи, кто знает? Пожертвования. Дела. Его богатство. Еще что? Родственники. И родственники. Это на самом деле в большинстве случаев. Если мы посмотрим, человек, когда умирает, если он богатый, его сопровождает соответствующая такая процессия, соответствующая его статусу. Сопровождают его родственники, близкие. Они переживают, им тяжело, им больно. Но по истечению времени, как панихида закончится, как человека похоронят, родственники уходят. И как бы они его не любили, боль от утраты близкого человека, она утихает через какое-то время. Через год, через 2, через 10 лет. Близкий человек начинает забываться. Имущество тоже, он с собой в могилу не заберет его. Пользу там в могиле не получит от этого имущества. Оно останется здесь, его разделит. С собой он заберет вечный мир, как говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это дела. Это то, что останется с ним в могиле, это его дела. Так вот, верующий человек именно смотрит с этой точки зрения. Он понимает, что этим миром все не заканчивается. Мы не просто вот какая вот биороботы, которые прожили, и все, с нашей биологической смертью все закончилось. Нет. Есть нечто большее, есть вечный мир. Так вот, по этому поводу Аллах Та'аля говорит: «Куллю нафсин заикатуль маут». Всякая душа, без исключения, почувствует вкус смерти. Какая душа? Чья? Моя, твоя, наших близких. Это реальность. Она, может быть, нас напрягает. У некоторых, например, родственников, особенно пожилых, когда им Коран хотят почитать, им говорят: не надо нам Коран читать, мы еще умирать не собираемся. Не слышали таких лекций? Особенно суру Ясин, если начинают рядом читать. Прямо пугаются. Надо воспринять это адекватно, как реальность. Не нужно панически к этому относиться. Нужно относиться как реальность. Смерть это не есть небытие. Смерть это что такое? Что такое смерть? Это переход в другой мир. Мы сейчас живем в мире, где мы подвергаемся испытаниям. В мире, где мы совершаем дела. Но смерть это означает переход в другой мир, где человеку будет или лучше, то есть что значит? Его книга дел закроется, и он будет или получать вознаграждение, воздаяние, то есть он перейдет в наслаждение и будет наслаждаться и получать воздаяние за те дела, которые он совершал в этом мире, или же подвергнется на наказанию. Так вот, понимание должно быть немножко другое к смерти. Это не конец, это начало. Это переход в другой мир. Начало нового мира. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Та'аля в Коране говорит: «Куллю нафсин заикатуль маут». Всякая душа, без исключения, почувствует вкус смерти.
И человек, представляете себе, он живет, пытается учиться, работает 5 дней в неделю, 6 дней в неделю для того, чтобы один день отдохнуть. 11 месяцев в году для того, чтобы 1 месяц в отпуске где-нибудь на даче провести. И зарабатывает, и в конечный момент у него мысль возникает, а ведь этим же все закончится. Для кого это? Для чего это? И Аллах Та'аля говорит, всякая душа, без исключения, почувствует вкус смерти. И дальше Аллах Та'аля говорит другое, следующий аят. Продолжение это. «Ва иннама туафауна уджуракум яумаль киямати». Сполна вы получите воздаяние за ваши дела. Когда? В судный день. Что это нам дает? Это нам дает понимание. Знаете, иногда вопросы возникают. А почему столько в мире несправедливости? А почему вот я хороший человек? Я так считаю себя хорошим человеком. Каждый себя считает хорошими людьми. Почему это меня беда постигла? А где вот есть какой-то тиран, несправедливый человек, душегуб, и он вот так вот своей смертью умер. А где же справедливость? А с другой стороны, мы видим какого-то хорошего, доброго человека. Он несправедливости подвергся. А где же справедливость в этом мире? Нет, ответ вот здесь. «Иннама туафауна уджуракум яумаль кияма». Сполна вы получите за ваши дела воздаяние когда? В судный день. Этот мир, мир испытаний, мир, где мы совершаем дела. А вот тот мир, в который мы перейдем, вечный мир, это когда мы перед Аллахом предстанем, вот именно вот в этот день сполна будут возданы всем деяниям. Тиран, несправедливый человек, как бы хорошо он в этом мире не прожил, там он получит сполна за свои грехи, которые он совершил, за тот беспредел и притеснение, которое он совершал. То же самое, благочестивый человек, за те благие дела, которые он совершил в этом мире, его не отблагодарил никто в этом мире. Его благих дел, его помощи, скажем, то, что он оказывал людям помощь, никто этого не заметил. Но если это он делал, ища довольство Аллаха Та'аля, увидит плоды этого он именно когда? В судный день. Важно понять, этот мир не мир воздаяния. Здесь 100% справедливости не будет. Тот мир, этот мир, где мы совершаем дела и подвергаемся испытаниям. А вот следующий мир, это и будет мир воздаяния за наши дела. И Аллах Та'аля дальше говорит: «Фаман зухзиха анин нари ва удхиля аль-джанната факад фаза». И тот человек, который будет отдален от адского огня и будет введен в рай, что произойдет? Факад фаза. Этот человек преуспел. Что значит преуспел? Он успешный человек. Даже если на него не обращали внимания в этом мире. Может быть, он был беден, может быть, он болел, может быть, он был несчастный человек в этом мире, не смог жениться, мужа найти, детей у него не было. Вся жизнь у него одни проблемы были. Но если он избежал ада и зашел в райские сады, то этот человек преуспел. Почему? Потому что он зайдет в райские сады, в которых нету больше мучений. Будет наслаждение, где он получит все те блага, о которых он мог только мечтать в этом мире. И больше этого. И точно так же муфассиры комментируют этот аят и говорят: тот человек, который не избежал адского огня и не зашел в рай, то он неудачник. Он неудачник. Почему? Потому что он потерял вечность. Тот человек, который не избежал ада и не смог зайти в райские сады, то этот человек неудачник. Даже если в этом мире про него писали книги. Да, возможно, он получил известность, признание в этом мире, прожил долгую счастливую жизнь, но дальше-то начинается вечность. И Аллах Та'аля дальше говорит: «Вальмаль хаяту дунья илля мата'уль гурур». И не является эта мирская жизнь ничем иным, кроме как мата'. Мата' это вот такое наслаждение временное. То есть мы же понимаем, что все, чем мы наслаждаемся, оно временным является. Например, если кто помнит, 90-е, если нулевые годы, кто застал, например, в 90-х, если у человека была машина, это вот Волга особенно, она стоимости квартиры была равна. Это уже богатый человек считался. Сейчас человек на Волге будет ездить. Что это такое? Стыдно будет ездить на Волге в наше время, так же? На старенькой особенно, или на Жигуленке. Что это? Меняется очень все. Оно временно. Квартира, дом, одежда, которую ты покупаешь, ты понимаешь, что это все временно. Сейчас ты наслаждаешься, завтра это все закончится. И Аллах Та'аля говорит: «Вамаль хаяту дунья». И не является эта мирская жизнь
илля мата'уль гурур, ничем иным, кроме как временным наслаждением, аль-гурур, то, чем вы обольщаетесь. То есть как будто бы Аллах Та'аля хочет сказать, вы же знаете, что это временное наслаждение, это мирская жизнь, что все это закончится. Так не обольщайтесь же им, не обольщайтесь. Немножко задумывайтесь относительно того, что вас ожидает в вечности. И очень важно понять, для чего нас, как сказать, вот мы живем в этом мире. Нам Аллах Та'аля запретил вкусно кушать, красиво одеваться. Запретил? Нет. Нет. А в чем же испытание тогда? В чем же испытание тогда заключается? Аллах Та'аля не запретил нам, скажем, страсть и желание человека. Они не запретны. Но однако же Аллах Та'аля запрещает нам следовать за своими страстями и желаниями тогда, когда это выходит за те рамки, которые Он установил. Аллах Та'аля не запретил нам это. Однако же испытанием для нас является то, что Он установил нам правила, по которым мы свои желания и потребности должны реализовывать. Вот, например, вижу я у человека телефон какой-нибудь хороший, дорогой телефон. Он мне нравится. Я могу его просто так взять и сказать, брат, подвиньте, я его заберу или незаметно. Могу сделать? Нет. Нет. А я хочу. А взял человек, отошел. И вот телефон лежит. Я понимаю, что могу им сейчас завладеть. Он еще не распакованный. Теоретически могу, никто не узнает. Возьму, заберу его. Но это испытание для меня. Я хочу этот телефон, но это испытание для меня. Буду ли я придерживаться тех рамок, которые установил для меня мой Творец, или же буду переходить эти границы. Так вот, испытание заключается частично в этих вещах. Испытание заключается в том, что на протяжении жизни нас могут постигнуть лишения. Работу потерял человек, близкого человека потерял, болезнь его постигла. Аллах Та'аля наш Творец, и Он подвергает нас тем испытаниям, которым пожелает нас подвергнуть. Результат будет, где будет результат? В вечности. Если человек должным образом переносит эти испытания, вознаграждение он получит не в этой короткой временной жизни, а в вечном мире, в вечности. Это первое, на что хотелось обратить внимание. Теперь второй момент. Значит, успехом является, абсолютным успехом, это то, когда человек избегает ада и заходит в вечные райские сады. Теперь вопрос, как же мы можем зайти в райские сады? Как нам узнать путь, ведущий нас в рай? Как это можно сделать? Кто подскажет? Прочитать Коран. А почему именно через Коран? Такой вопрос. Потому что это непосредственно речь самого Аллаха. Так, непосредственно речь самого Аллаха. Правильно? Это Аллах. Кто такой Аллах? Это Творец всего сущего. Тот, кто нас сотворил. Тот, кто... Знаете, говорит, для чего человек живет? Лучше это узнать у того, кто нас сотворил, для чего он живет. Что будет после смерти? Кто лучше всех может знать, чем тот, кто нас сотворил и сотворил все эти миры? Конечно же, Аллах Та'аля. Аллах Та'аля в своей книге, Он как раз сообщает то, для чего Он нас сотворил. Но здесь такой вопрос, знаете, аналогия. Вот мы оказались в темном лесу. Или заблудились где-то. Нам что? Нужен навигатор. Нужен свет. И вот если этот свет к нам придет, ночью в лесу идете, тропинка есть, фонарик нужен, чтобы с этим светом дорогу видеть. Скажите, это милость? Да, конечно. Так вот, милостью этой был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и то, с чем он пришел. Аллах Та'аля говорит: «Вама арсальнака илля рахматан лил алямин». Мы не послали тебя никак иначе, кроме как милостью для миров. В чем милость заключается? В том, что Аллах Та'аля через него ниспослал вот этот свет, который освещает дорогу, ведущий нас к довольству нашего Творца. К довольству нашего Творца и, соответственно, ведет нас в райские сады. Все ли знают, кто такой Абу Джахль? Можете поднять руку? Вот, видите, точно знают, но люди стесняются. Это был один из врагов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он был убит в битве при Бадр. И здесь сразу вопрос возникает. А какая милость может быть по отношению к этому человеку, который воевал с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, выступал против Аллаха Та'аля? Где милость пророка по отношению к нему?
Возникает же. Он же из-за того, что воевал с пророком, он еще больше будет подвергаться наказанию в аду. Где же милость для него? Здесь пример очень простой. Оазис, когда есть в пустыне. Вы представляете, едете в дороге по пустыне. На верблюдах, в старину вернемся. И по дороге оазис. Оазис все знают, что такое? Деревья растут, вода. Умираем с жажды. Вот прям группой прямо едем. Представляем, на верблюдах в древние времена. Вот умираем. Вот-вот можем погибнуть в любой момент. И натыкаемся на оазис. А там вода. И кто-то из нас, он просто спустился, попил воды, и все, на этом все закончилось. Кто-то, у него были бурдюки с водой, канистры. Он заполнил эти канистры, бурдюки налил максимально водой, потрудился. Напоил животных. А кто-то высокомерие проявил и сказал, да я и так справлюсь. Сам доеду, и без мне эта вода не нужна, мы доберемся. Так вот, оазис – это милость. Точно так же, как откровение, которое Аллах Та'аля не спаслал своему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, это тоже является милостью. И то учение, с которым пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это является ислам, это является милостью. Так вот, кто-то из людей приложил усилия для того, чтобы максимально взять от этой милости. Максимально взять от этой милости, подобно путнику, который, найдя оазис, по максимуму пытается набрать для себя вот этой воды и провизии с этого оазиса для того, чтобы достичь своей конечной точки. Месяц Рамадан. Чем для нас целен? То, что Аллах Та'аля вложил в этот месяц огромное количество благ. Виды поклонений, которые Он узаконил для нас, для того, чтобы мы приближались к Аллаху через эти поклонения. Что это значит? То есть Он нам рассказал, что Он от нас хочет, чтобы мы совершали в этот месяц. Например, пост, например, молитвы. И что, совершая эти действия, мы приближаемся к Его довольству. И, соответственно, что? Получаем определенные дела, благие дела, которые станут для нас провизией в вечном мире, посредством которых наша возможность зайти в райские сады увеличивается. И своего рода, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, ас-сауму джунна, пост является щитом, который защищает человека от совершения грехов в этом мире и также защищает его от наказания вечности. То есть месяц Рамадан для верующего человека – это тот месяц, когда он максимально может совершить максимальное количество благих дел, которые помогут ему преуспеть в вечном мире, зайти в райские сады и избежать ада. Пускай Аллах Та'аля нас сделает из тех людей, которые преуспели в обоих мирах. В этом мире, временном мире и в мире вечном. Субханак Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.